Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов обратился к жителям региона в День неизвестного солдата. Сегодня наша страна отмечает памятную дату – День неизвестного солдата. Этот день посвящен всем воинам, которые отдали свои жизни за свое Отечество, за нашу мирную жизнь. Нет слов, которыми можно измерить их подвиг. В память о них у Кремлевской стены был создан мемориал «Могила неизвестного солдата». Это место священно для каждого жителя нашей страны как символ памяти о миллионах бойцов, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе и уроженцы Ингушетии. Наш долг – сохранить память и славу об их подвигах для будущих поколений. Минздрав Ингушетии сформировал региональную программу по модернизации первичного звена здравоохранения на 2025-2030 годы. Реализовываться программа будет в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. На 2025 год программа уже согласована. Речь идет о завершении строительства участковой больницы в сельском поселении Али-Юрт, строительстве ФАПа в сельском поселении Чемульга, закупке медицинского оборудования и автотранспорта. В 2026-2030 годах планируется строительство 6 поликлиник и больниц, 2 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 сельских врачебных амбулаторий, а также капитальный ремонт в 5 объектах здравоохранения. Власти планируют оснастить первичное звено медицинским оборудованием, автотранспортом и передвижными мобильными комплексами. В IT-академии завершился образовательный курс по BIM-технологиям, в котором участвовало 30 молодых специалистов государственных учреждений и студентов. В разработке курса участвовали ведущие российские эксперты в области информационного моделирования зданий. Как отметил глава республики Махмуд Али Калиматов, программа BIM-технологии открывает перспективы для молодежи республики, включая востребованные направления в сфере IT. Строительная отрасль – одна из самых развивающихся. Освоение современных технологий, которые можно применить в проектировании зданий, любого специалиста сделают востребованным. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на реализацию, начиная с 2025 года, программы «Земский тренер». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. При реализации программы также необходимо предусмотреть привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах. В первом чтении принят законопроект о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях отдыха. После принятия закона будет создана единая программа воспитательной работы в детских лагерях отдыха. Важно, что детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Программу и календарный план к ней утвердит федеральный орган исполнительной власти. По этим документам будут строить свою работу вожатые и воспитатели во всех детских лагерях. Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Если это сделать не представляется возможным, то работодатель вправе заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства. По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан России, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в России, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях. В Назране 14 декабря во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева пройдет открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева. В соревнованиях примут участие более 150 атлетов из всех уголков Северного Кавказа и других субъектов страны. Схватки состоятся в 11 весовых категориях на 3 коврах.